Из-за скачка напряжения жители Иглино остались без жилья. Это предварительная версия возникновения пожара, который уничтожил квартиры 3 семей. Тушить огонь и уводить людей от горящего дома помогали соседи-погорельцев. Общими усилиями мужчины вместе с пожарными не дали огню перекинуться на постройки рядом. Подробности в материале Анастасии Ильчебаевой. Приютилась собачка, мы ее уж не выгнали. Хотели будка есть, цепочку сделать ей. Она пыталась ворваться в горящий дом, где в огне погибали любимые питомцы – кошка и собака. Но из-за пожара дверь просела. Освободить животных так и не удалось. Их останки Мария Григорьевна обнаружила уже после, когда на пепелище собирали чудом уцелевшие документы. Мы ушли к маме, закрыли дом, и ушли к маме. Приходим, зайти не можем. Я хотела зайти спасти, там у меня и кошка была, и собака была. Ничего не получилось, и дверь не открылась. А до окошка я что-то даже не сообразила. Пришла все, то с соседней стороны полыхает все. Маленький Саша, внук Марии Григорьевны, вздрагивает по ночам. Пожар, говорит пенсионерка, малыш теперь видит во сне. Здание, которое через час уже превратится в угли, было домом для 3 семей. Многоквартирный барак загорелся около 7 вечера. Это, возможно, и помогло избежать человеческих жертв. Жильцы еще не спали, а кто-то находился на работе. Марию Григорьевну от горящего дома вместе с внуком увели братья Анисимовы. Они первыми бросились на помощь. Вообще невозможно было Сосед дышать. назад, вот мы втроем по очереди, потому что задыхались. Кто-то открывал краны, потому что пожарники с 2 сторон, а мы посередине, вот, брат. Ну, снегом вот маленькое снегом, лицо утирали, потому что едкий день. Ни боевых, ни защитных масок у них не было. Об этом и не думали, говорят мужчины. Еще до приезда пожарных они убедились, что внутри горящего здания не осталось людей. Я ребенка сразу взял, вынес на улицу. Бабушку сопроводил у меня брат. Приехали пожарники, раскатали рукава, начали тушить. Одного ствола не хватает, раскатали рукава еще 2-й ствол. Раскатали большой шланг, подсоединили тройник и 3-й ствол. То есть пожарник один слева, справа другой пожарник, а мы вот по очереди. И еще с нами находился сосед Нигматуллин Азат Наилевич. Пламя сбили. Пожар потушили, огонь не перекинулся на соседние постройки, но спасти дом не удалось. Возгорание началось в квартире у пенсионера Владимира Аистова. Мужчина, кстати, не так давно менял всю технику и проводку. Нареканий к электрике не было, но днем случился скачок электричества. Такие перепады происходят здесь довольно часто. В округе у всех уже перегорела техника, жалуются местные. И вечером инцидент повторился. Приехал лаборатория с Уфы. Они как объяснили. Произошел скачок до этого, а у меня там погрешность единственное, что было, удлинитель был китайский. Они сказали, что вот от него все это замкнул он. Скачок, да, после этого замкнуло и пожар произошел. Задымление сначала. Жильцы теперь обследуют свои квартиры в надежде, что там хоть что-то осталось. Но кроме углей и расплавленного пластика, что когда-то был бытовой техникой, ничего нет. Мама Саши работает обычным продавцом и навряд ли, говорит женщина, сможет купить новое жилье вновь. Скопила почти, полжизни своей, чтобы что-то купить, приобрести. Приобрела и все. Сейчас женщина вместе с сыном и мамой живут у родственников. Временно остаться навсегда не могут. Дом маленький. Недавно сбывшееся желание, собственное жилье, теперь вновь стало для них мечтой. Анастасия Ильчебаева, Анас Валиуллин. Новости. Иглинский район.